В 1971 году в поселке Махсагалох был запущен первенец якутской стройиндустрии – цементный завод, который на сегодняшний день является крупнейшим предприятием республики. Ежегодно Якутцемент производит до 500 тысяч тонн цемента, тем самым восполняя стопроцентную потребность региона в этом строительном материале. В репортаже мы не будем рассказывать историю становления или циклы работы предприятия. Вместо этого осветим одно из самых важных направлений – спонсорскую помощь наследникам Хангаласского улуса. Якутцемент имеет солидный багаж из 1000 квадратных метров построенного жилья, десятков сданных объектов соцкультбыта и репутацию добросовестного застройщика. В 2003 году предприятие в качестве генерального подрядчика отстроило в Техтюрском наследии здание средней школы. Очень хорошо, добросовестно построили каменное здание в селе Техтюр. Это обрадовало всех жильцов и дала толчок развитию наследия в целом. В том же Техтюрском наследии в 2015 году был возведен многофункциональный центр по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». Тогда Якутцемент помог с нулевым циклом, обустроил оклад здания. Вот последние годы мы построили в нашем наследии культурно-спортивный комплекс имени Александра Ильича Борисова. Тогда мы тоже очень хорошо сотрудничали с Якутцементом, и тоже вот при начальном этапе строительства Якутцемент выступал в качестве спонсора и выделял нам необходимые материалы для фундамента. Существенную поддержку Якутцемент оказывает в организации спортивных мероприятий и в оплате проезда спортсменам на федеральные и международные соревнования. Вы, наверное, слышали про юного шашиста Айсена Егорова, который сейчас учится в школе, но в свои годы является одним из лидеров сборной республики по шашкам. Айсен становился чемпионом России, Европы, мира, объездил кучу стран, часть из них при поддержке Якутцемента. Были в Риге, в Варшаве, так дальше в Турции были, так, и вот внутри страны тоже. Скоро Айсен должен выехать на очередные соревнования. Спонсорская помощь на проезд ему и его тренеру уже оказана в форме аванса. Если получится, может, поедем в Италию. Когда? Или середина октября, или в Польшу. Там еще не определились в связи с пандемией. Отдельная статья спонсорских расходов Якутцемента – софинансирование приоритетных проектов по линии программы поддержки местных инициатив. С 2018 года предприятие поддержало более 20 инициатив жителей наслегов. Одна из недавних – обустройство уличного освещения при въезде в село Качекаце. В этом году мы ввели по этой программе, уже все закончили, освещение именно от начала заезда в село и до больницы. Вот в этом софинансировании помог Якутцемент. В 2018 году директор предприятия Алиш Мамедов учредил собственный грант «Работать и побеждать» с фондом в 4 миллиона рублей. Данный грант охватывает лишь наследие Хангаласского улуса и является прототипом республиканской программы поддержки местных инициатив. Одним из обладателей средств гранта стал клуб села Красный Ручей. Клуб ранее делил небольшое помещение с сельской библиотекой, но благодаря гранту в 2019 году удалось построить обособленный восьмиугольный пристрой в якутском стиле. По проекту Константиновых у нас есть семья Константиновых Анатолий Анатольевич и Саргалана Октябриновна. И вот они проект сделали, это уже давно, в 19 году, и по проекту ихнего сделали как бы расширение нашего клуба. И с тех пор мы уже 3-й год, здесь работаю я, и у нас уже кипит вовсю работа.
Якутцемент первым в республике начал практику строительства в рамках государственно-частного партнерства. Таким образом, был сдан в эксплуатацию детский сад Туллукчан на 75 мест в селе Кердем. Также в рамках программы поддержки местных инициатив вот уже третий год предприятие софинансирует строительство системы водоотведения в селе. Эта проблема давно уже. У нас наше село как бы стоит без перепадов высот, поэтому сточные воды, снега, дождя, все скапливалось, как на площади. И она давно стояла проблема, и мы искали всякие пути решения. Потом уже вот началась работа программы по ПМИ, и попросили Адиш Завидовича и советом помочь нам, как избавиться от этой проблемы. И непосредственно и советом помог, как строитель, как можно это сделать. И непосредственно софинансировал вот эту программу. Начали с 2018 года. Так планово идем по участкам. В 2019 году тоже построили вот улицу Молодежную, непосредственно где стоим. Продолжили, да? Да, продолжили. Это второй этап уже получается. Нынче тоже участвовали, тоже спонсорская помощь Якутцемента. Вот будем делать, вот на днях будем делать. Также Якутцемент оказывает финансовую помощь в разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт второй Жимконской средней школы. Здание образовательного учреждения 1997 года постройки, и по сей день в нем ни разу не проводился капремонт. Но после того, как будет готов наш проект, мы будем участвовать в федеральной программе и очень надеемся, что начнется капитальный ремонт. Ежегодно часть спонсорских средств Якутцемента направляется на оказание помощи учреждениям культуры. Например, в небольшом селе Хоточу долгое время жители жаловались на холод в здании сельского клуба. Сам клуб построили в 1967 году. В 2010 году во время крупного наводнения здание ушло под самую крышу в воду. В 2018 году Якутцемент вызвался помочь жителям села и провел в зрительном зале и в помещении библиотеки ремонт. Частично вот полы теплые поменяли, потолки по современным материалам. У нас сейчас уютно, светло, как видите, зимой тепло стало. Особое внимание уделяется отдаленным южным наслегам района. Например, школе села Тумул, у которой протекала крыша, Якутцемент выделил на безвозмездной основе металлочерепицу. Крышу полностью сменили, и теперь никакие дожди и таяние снега не мешают учебному процессу. В 2018 году мы уже установили крышу, сейчас нет проблемы. Осенью и весной очень живем и радуемся. Также в селе Тумул Якутцемент способствовал решению проблемы с летним водопроводом. Как оказалось, в населенном пункте отсутствует водовозка. В летнее время для того, чтобы полить огород, жителям приходилось ведрами набирать воду из реки. В прошлом году летний водопровод был построен в рамках программы поддержки местных инициатив, где опять-таки свою лепту внес и Якутцемент. Большую признательность высказывают Якутцементу и лично директору Алишу Мамедову ветеринарный фельдшер села Тумул Полина Гаврилева. Она настоящий фанат своего дела, лечит домашних зверей и птиц вот уже почти 40 лет. Представьте, что до 2014 года у нее не было своего рабочего места. Кошек и собак Полине Гаврилевой приносили прямо домой. Вопрос строительства ветеринарного пункта не раз поднимался на отчетах перед населением, пока эту историю не услышал Алиш Мамедов. Сказал: ну, Полина Пантелеймоновна, я вам построю. Я даже удивилась, говорю: неужели вы согласились? Ага, да, мы как бы я директор цемзавода, я могу обеспечить вас материалами, помочь вам. Вы столько проработали, ну, это заслужили типа. И они мне вот сюда весной 2014 году привезли стройматериал на барже до Титаров, и мы сами доставляли, весна была. И за 1 год мы почти построили вот это здание.
ветеринарный пункт. И с тех пор я здесь работаю. И собаки, все эти как мелкие животные, лечатся у меня вот тут. Совсем скоро в городе Покровске введут в эксплуатацию здание зала борьбы имени Леонида Спиридонова, выдающегося якутского борца, участвовавшего в Олимпийских играх в Афинах и Пекине. Двухэтажный зал борьбы площадью более 1000 квадратных метров построили на средства общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке». Одним из инициаторов и спонсоров строительства выступил директор Якутцемента Алиш Мамедов. Да, Якутцемент помог сделать нулевой цикл. Это у нас большая цыпка скальником и трубный фундамент полностью, да? И, конечно, в последующем мы обращались для того, чтобы выделили грунт для планировки территории. Якутцемент, конечно, все это выделил. Ну и напоследок нельзя не упомянуть о помощи, оказываемой предприятием своему родному поселку Махсагаллоху. Это и содействие в строительстве спортивной площадки для школы, и в обустройстве хоккейного корта, в реконструкции памятника воинам-освободителям к 75-летию Великой Победы и так далее. Сейчас администрация поселка и Якутцемент вместе работают над одним очень крупным и интересным проектом – строительством сквера первостроителей. По словам главы поселка Александра Пермякова, данный сквер построят по примеру набережной в городе Покровске. Срок реализации проекта – 3 года. На данном этапе разработан макет будущего сквера. Ну и дальше мы будем опять заявляться в программе поддержки местных инициатив, где Якутцемент также выступит нашим спонсором. Мы попытаемся попасть в программу, федеральную программу «Городская среда» на общественное пространство, где тоже требуется спонсор, и Якутцемент тоже выразил готовность именно в этом сквере каждый год предусматривать в своем бюджете тоже средства, которые пойдут на реализацию этого проекта. Это будет большой, где-то на 2 гектарах участок, дорожка для бега, для ходьбы, для велосипедного, будет скейт-парк, будут спортивные площадки. Ну, дизайн проекта разрабатывается так, чтобы всему населению, да всем возрастам было там хорошо и удобно. Также с 2 сторон будут общественные, не общественные, а как бы торговые точки, которые будут вот именно там работать. Конечно, все, о чем рассказано в репортаже, это лишь малая талика помощи, оказанной Якутцементом родному Улусу и его жителям за свою 50-летнюю историю. Стоит отметить, что ежегодно при поддержке своих акционеров на спонсорство и благотворительность завод направляет порядка 8 миллионов рублей. Эти средства охватывают практически все сферы – культуру, спорт, здравоохранение, образование и другие. Итогом добрых дел Якутцемента становятся новые объекты и реализованные инициативы людей в каждом наследии Хангаласа.